Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в 2020 году. Больше всего иностранцев разрешат задействовать в сфере строительства. Норматив установлен на уровне 80%. Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле вне стационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговле вне магазинов, палаток и рынков. Квота установлена на нулевом уровне. Регулирование ведется с учетом региональных особенностей рынка труда и исходя из приоритета трудоустройства именно российских граждан. В отдельных сферах квоты сохранили на текущем уровне. Например, в выращивании овощей допустимо задействовать 50% мигрантов, а в области спорта – 25%. Ранее эксперты выяснили, что Россия начинает терять статус страны, которая притягивает трудовых мигрантов. Вместо этого граждане страны сами отправляются на заработки за рубеж. Отмена ограничений на оформление ДТП в ОСАГО с применением системы Европротокола резко увеличила число обращений по этой системе водителей к автостраховщикам, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Вместо 100 обращений в месяц мы получаем по 40 обращений ежедневно, сказал он. Напомню, что с начала октября вступило в силу положение закона об ОСАГО, которое позволяет оформлять небольшие ДТП без вызова представителей полиции на полную сумму имущественного возмещения в ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. При этом оформление по Европротоколу возможно только для водителей, использующих специальное бесплатное мобильное приложение Российского союза автостраховщиков, которое обеспечивает некорректируемую информацию с места ДТП для страховщика, производящего выплаты. Если раньше водителю приходилось заполнять анкету в бумажном виде и тратить на это 25-40 минут, то с 1 ноября появится возможность сделать это в электронном виде с запуском электронного извещения через мобильное приложение. Водителю потребуется ставить отметки на подсказанных формулировках. Одновременно предложенная страхователю форма извещения поможет избежать ошибок, допущенных по невнимательности. Непрозрачность нацпроектов привела к тому, что россияне слабо понимают, что из себя представляют главные национальные задачи и как они будут реализовываться. В июне Валентина Матвиенко приводила данные исследования информированности россиян о нацпроектах, которые показали, что более половины жителей страны даже не слышали о них. Смысл же национальных проектов России до конца 2024 года понимает только 7% россиян. Вопрос об обеспечении максимальной прозрачности нацпроектов стоял давно. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивал, что правительство планирует работать над реализацией национальных проектов максимально прозрачно. Он сообщил, что появится система контроля оценки исполнения проектов, и работа над их реализацией будет протекать максимально публично. Минфин намерен вернуть понятность системе отслеживания трат. Ведомство собирается расширить взаимодействие федерального казначейства с финансовыми органами регионов. Теперь отчетность о ходе реализации федеральных проектов станут формировать организации, являющиеся держателями конечных контрактов. Минэкономразвития предлагает проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса, в том числе единый налог на вмененный доход, налог на доходы физических лиц, торговый сбор и патент на 4,9% с 2020 года. Минэкономразвития ежегодно индексирует указанные налоги и сборы, и с этой целью осенью устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов дефляторов на следующий год. Хотя в абсолютном выражении рост налоговой нагрузки не так уж велик, практика показывает, что микробизнес часто страдает, и в таком случае, отмечают аналитики, единый налог на вмененный доход – самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса. Очередное повышение выбьет из колеи предпринимателей, во всяком случае, какую-то их часть, прогнозируют эксперты. Ожидается, что рост налоговой нагрузки особенно отрицательно скажется на работе предпринимателей в сфере торговли. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.